Продовжується програма «Саба» на телеканалі АТР. Про здешевшення долара та євро говоримо з моїм наступним гостем. Віктор Скаршевський, економічний експерт. Добрий ранок. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, курс долара за останніми моїми спостереженнями можна було вчора, принаймні, бачити 27,90 за долар і 34,30 за євро. Чи можуть ці цифри вже заспокоювати, чи бути свідченням того, що гривня вже не в кризовому стані? Ну, тут смотря как интерпретировать, кризисное состояние, не кризисное. Здесь лучше смотреть просто как на динамику курса. То, что гривна будет укрепляться, это было очевидно, потому что полностью повторяется тенденция предыдущих 2 лет. Потому что какая она сложилась, когда отпустили курс долларов и гривны в свободное плавание в Украине? В декабре, январе, феврале, в декабре курс гривны резко ослабевает. Первая половина января также ослабевает, а потом начинается со второй половины января укрепление курса, и в феврале будет продолжаться такая тенденция, и вплоть до июля этого года. То есть, и потом опять в сентябре начнется девальвация, только она будет более сильная, чем в предыдущих 2 года. Все повторяется. Вот, например, если в прошлом году пик обменного курса был 16 января, то в этом году на неделю чуть-чуть позже, 23 января, и пошло укрепление. То есть здесь нет ничего нового ни в девальвации, ни в укреплении курса гривны. Так что завтра мы увидим еще более низкий курс доллара. Ну, то есть гривна еще продолжит укрепляться. Тобто, за вашими прогнозами, ситуація з гривною буде стабілізуватися? Ну, она как бы стабилизируется, но на более высоком уровне, если, например, сравнивать с тем же прошлым годом. Она может где-то дойти до 27-27,5 гривен, на там будут там какие-то небольшие колебания, плюс-минус, но проблемы с гривной, они, к сожалению, в этом году таки начнутся, и они будут намного большими, чем в прошлом. Они начнутся со второй половины этого года, потому что обменный курс в Украине полностью зависит от внешней экономической конъюнктуры, от мировых цен на сырье, там, металл и руду прежде всего. И по прогнозам Мирового банка, со второй половины нынешнего года цены будут падать. Минус 5, минус 7%. И та стабильность относительно курса гривны, которую мы наблюдали в прошлом году, она была не заслугой правительства или каких-то экономических реформ, или каких-то еще внутренних действий, а это заслуга внешних рынков, потому что в прошлом году цены на металл и руду выросли на 30-40%. И это помогло привлечь больше валюты в страну, и поэтому курс был более-менее стабильный. В этом году уже такого не будет, уже будет падение, поэтому к концу года мы можем увидеть даже и 30, и, возможно, даже 32 гривны за доллар. То есть, это будет начинаться уже с сентября этого года. Вот эта динамика будет, к сожалению, негативной, если цены на мировых рынках будут снижаться. Петро Порошенко на форумі у Давосі заявив, що з минулого року в Україні спостерігається великий обсяг інвестування. У нас є цитата Петра Порошенка. Реформа у галузі приватизації, про яку говорили 20 років, але нічого не відбувалося. У нас є довіра від інвесторів і допомога від закордонних радників. І я пишаюся, що цей рік – це вперше, коли у нас багато інвестицій. І такого, напевно, не відбувалося на ринку інвестицій, як ми маємо зараз. Ми хочемо стати важливою країною для інвесторів, важливим партнером. Це важливе досягнення, але цього недостатньо. Ми не хочемо цього припиняти. Ну, я не знаю почему, но вот в последнее время у нашего президента очень много звучит, от нашего президента очень много неправды. Причем такой неправды, которая легко проверяемая. Вот даже когда он давал интервью
агентству Bloomberg, он за 20 секунд умудрился сказать 3 неправды по поводу сотрудничества с МВФ. Ну, что касается этого заявления, что бум инвестиционный, ну, это же просто можно взять и открыть сайт Госкомстата и увидеть, что никакого бума нету. Или Нацбанк тоже дает эти данные по инвестициям. 1,5-2 миллиарда долларов иностранных инвестиций, и то, которые идут преимущественно в сельское хозяйство, а не в промышленность, не в развитие каких-то передовых производств. А 1,5-2 миллиарда для 40-миллионной страны, как Украина, это вообще ничего. Потому что даже уже были прецеденты в Украине там, с 2003 по 2008 год, средние инвестиции в год, среднегодовые составляли около 7 миллиардов долларов, доходили даже до 10 миллиардов долларов. Поэтому вот этих 1,5-2 миллиарда, о которых говорит сейчас президент, это ничего. И никакого прорыва нет. Доверия инвесторов к Украине нету. Потому что если бы оно было, то и объемы инвестиций были бы намного выше. Почему инвестиции не идут? Ну, очень просто. Кстати, не только иностранные, но и внутренние в том числе. Потому что нет защиты прав собственности, потому что нет верховенства права, нет неотвратимости наказания, нет работающей судебной системы. А есть только лишь тенденция к централизации, наоборот. Опять же, под себя все подминает президент. Он повторяет все такие мощные ошибки прошлого президента. Он централизует власть и централизует максимально и судебную власть. И при этом он говорит, что Украина открыта для иностранных инвестиций. Нет, к сожалению, нет. И эта политика, которая проводится сейчас, к увеличению прямых иностранных и внутренних інвестицій, к сожалению, не приведет. А от, пане Вікторе, у мене питання щодо приватизаційних процесів в Україні. Дуже багато обговорення щодо теми і приватизації, і законопроєктів з цього приводу. Як ви вважаєте, які об'єкти державної власності можуть бути найпривабливіші для все ж таки для іноземних компаній в якості приватизованих об'єктів? Ну, самое привлекательное это те, которые могут принести максимальную прибыль. Ну, если так вот, каждый инвестор именно так и рассуждает. Причем максимальную прибыль не разовую, а на протяжении длительного времени. Ну, здесь в Украине сейчас такая ситуация экономическая, что ну, после этого кризиса, который был в 2014-2015 году, трехкратной девальвации, почти трехкратная тоже уже и инфляция, все подешевело, все очень дешево, поэтому любое приобретение сейчас, оно со временем капитализируется, и это любое приобретение будет выгодным, как минимум в среднесрочном плане. Что касается, что конкретно, то в принципе все можно покупать, то если будут продаваться, и оно в среднем-долгосрочном плане даст какой-то эффект. Ну, например, даже если тот же Одесский припортовый завод, если в самые лучшие времена, там еще там, 5-й, 7-й, 8-й года он оценивался в 2 миллиарда долларов, то там не смогли продать за 500 миллионов, за 300 миллионов, сейчас уже называют сумму 50-100 миллионов. То есть вот насколько подешевело, в 10 раз, там 5-10 раз все дешевле. Поэтому инвесторы и иностранные, и внутренние, если они что-то сейчас приобретут, они очень выгодно это сделают. Хотіла б вас запитати ще до питання подорожчання дизельного палива. Воно почало дорожчати від початку вересня 2017 року. І ціна дизельного палива на автозаправних станціях вчора вже перевищувала позначку 30 гривень. Як, на вашу думку, чим зумовлене це зростання? Завтра она будет меньше, эта цена, чем 30 гривен, послезавтра еще чуть-чуть меньше. Здесь все очень просто объясняется. Украина импортирует 90% дизельного топлива, то есть полностью зависимы от импорта. И поэтому, когда курс гривны обесценивается, то, как мы наблюдали, как раз то, что я говорил, начиная, кстати, с сентября, вот эта сезонность, значит, дороже закупки, больше надо гривни потратить на закупку дизельного топлива, значит, и цена здесь растет.
И поэтому максимум уже сейчас пик достигнут этой цены на дизельное топливо, и сейчас оно будет постепенно снижаться равномерно с укреплением курса гривны. Вот и все. Еще, я думаю, где-то процентов 5-7, возможно, и цена снизится. Уже и цена на заправках, кстати, по бензину начала снижаться после того, как начала укрепляться гривна, потому что бензин также мы на 70% импортируем. То же самое касается и сжиженного газа, там 75% импорта. Все надо смотреть на обменный курс. Ну, кстати, что касается еще бензина, тут еще надо смотреть на цену нефти. Потому что, опять же, с сентября мировая цена на нефть выросла где-то, ну, приблизительно на 30%. Чуть меньше, с 55 долларов за баррель до 70 долларов вот сейчас. То есть мы смотрим на мировые цены на нефть. Если они растут, значит будет расти и цена на бензин здесь в Украине. А если еще при этом происходит девальвация, то и еще надо добавлять этот девальвационный эффект, и значит цены будут расти еще больше. Вот, в принципе, то, что мы наблюдали с сентября по январь. Цены на нефть выросли на 30%, там девальвация была где-то 5-7%, и цены на бензин выросли на тех же 35%. Все оно идет в таких четких зависимостях, даже совпадает в процентном соотношении. А як ви могли б оцінити реалізацію урядового проекту по децентралізації? Як ви вважаєте, він успішний? Ну, здесь там с разных позиций можно смотреть. Для, например, городов областного значения, да, он успешен. Для некоторых объединенных громад тоже успешен. Там у них финансирование собственных ресурсов они увеличились. Но это, знаете, вот так вот, если смотреть на Украину, здесь чуть-чуть лучше, там чуть-чуть лучше. А если смотреть в целом, то ситуация особо не изменилась, потому что есть такой такой общий параметр. Сколько, например, собственных средств местных властей в общих их ресурсах. Ну, как бы в сводном бюджете. И получается, что около 20% сейчас только лишь собственных средств у местных властей, а 80% идет из центра, из Киева. Вот они в виде субвенций поступают туда. Тобто це додаткові Ну, доплати, это субвенции, дотації? да. Ну, там по образованию, по медицине, да. Причем не в полном объеме. То есть обязательств дали больше местным властям, а финансирования больше не дали. И поэтому переложили все проблемы вот, и образования, очень большую часть, и медицины на местные А як власти. було раніше? Как было раньше, вот я говорю, сейчас 20% приблизительно у местных властей. В прошлом году было 20%, в позапрошлом было 20%, в 2013 году было 20%, в 2012 году тоже 20%. То есть ничего не изменилось вот с макроэкономической точки зрения, потому что у местных властей как не было денег полностью на финансирование разных моментов социальных, образовательных и медицинских, так и нет. А изменилось в худшую сторону по двум позициям. Опять же, медицина и здравоохранение. Там на десятки миллиардов гривен не хватает средств для финансирования этих позиций. То есть центральная власть сказала, теперь вы финансируете вот эти объекты образования, эти объекты медицины. Все теперь на ваших плечах, местные дорогие власти. Но только оно стоит, например, там 10 миллиардов гривен, но мы вам дадим только 7 миллиардов. А дальше думайте, как хотите. Поэтому и задолженности возникают, поэтому закрывается очень много объектов образования и медицины. То есть, и больше всего, кстати, пострадали на уровне сельском, на районном уровне, вот местные власти. Я говорю, областные выиграли, а остальные проиграли. Так что здесь однозначности нет. И соотношение, если посмотреть в других странах, оно должно быть где-то 50 на 50. Все-таки у местных властей должно быть больше собственных ресурсов. А так, например, какая децентрализация, если взяли, отобрали часть подоходного налога у местных властей еще в 2015 году?
А подоходный налог – это 70-80% всех собственных средств местных властей. А они взяли и отобрали у них там 15-20%. Ну, это не децентрализация, это централизация. Они просто заговаривают тему, финансовых ресурсов дополнительных не дают собственных, а обязательств на места передают все больше и больше. От в якості додаткових інвестицій, залучення додаткових інвестицій, хотіла знову згадати тему Давосу, де Петро Порошенко говорив про інвестиційну привабливість України. Як ви вважаєте, на вашу думку, що може, які законопроекти, які процеси мають відбутися в Україні, щоб запевнити іноземних інвесторів в безпечному фінансуванні і можливості якісно і прибутково робити бізнес в Україні? Ну, законопроекты, к сожалению, не помогут, или там какие-то новые законы, потому что, ну, так издревле повелось, что строгость закона смягчается необязательностью его исполнения, поэтому вот избирательное право применения, инвесторы видят, что происходит, какие рейдерские захваты, они сейчас участились, особенно в отрасли по IT, информационных технологий, и инвесторы, они очень четко понимают, что очень много зависит от того, кто сейчас при власти, потому что, ну, сильно все у нас политизировано и коррумпировано, скажем так. И судебная система, как я говорил, не реформирована, суды работают централизованно, они не являются зависимыми, независимыми, к сожалению. И поэтому инвесторов может убедить только лишь, ну, скорее всего, должна смениться власть. Ну, потому что это они уже точно не доверяют. Смена произойдет уже в следующем году. Будут и президентские, и парламентские выборы. Да, и потом, ну, это механическая смена власти никого тоже, конечно же, не убедит. И там уже будут смотреть, какие же будут дальше действия, будут ли в самом деле реформы. То есть это процесс не мгновенный. Для того, чтобы завоевать доверие и инвесторов, как и иностранных, так и внутренних, нужно время. Потерять доверие можно в секунду. Ну, то, что сделали уже так конкретно, доверия нет ни к власти, ни к судебной системе. А вот восстановить его, на это могут уже уйти долгие годы, ну, как минимум 3-4 года они должны будут смотреть, что все в порядке, что какие-то действия делаются и нету никакого отката назад. Тобто, за вашою думкою, Україна має виходити з цього регресивного процесу, в який вона потрапила, недовіри до іноземних інвесторів. Але тим не менше, у нас є додаткові транші від МВФ, які ми очікуємо вже там у квітні-травні, за оцінками керманичів країни. А однією з вимог – це створення Вищого антикорупційного суду від МВФ. І ще одна умова – це підвищення тарифів на газ для домашніх господарств. От як ви вважаєте, коли нам варто очікувати це підвищення цін на газ для населения? Ну, вот, например, вот этих два действия, они явно не приведут инвесторов в Украину, потому что они никакого отношения к этому не имеют. Видите, МВФ требует какие-то другие вещи, которые нужны только лишь ему. Что касается цены на газ для населения, ее подымут, да. Вот сейчас ее так отложили поднятие, потому что все-таки следующий год он выборный, да, сейчас этот год предвыборный. Повысят после отопительного сезона, там, возможно, не на 17-18%, как планировалось, а на 7-8%. То есть людям надо приготовиться, что еще больше будут платить и за газ, и, естественно, автоматически и за остальные жилищно-коммунальные услуги, потому что все привязано к этим энергетическим показателям. Что касается антикоррупционного суда, это, знаете, вот везде коррупция, да, получается в судебной системе, а то, что мы сделаем какой-то отдельный орган, он будет чистым, не коррумпированным, ну, для отдельных каких-то людей, для того, чтобы там можно проще было разные политические разборки делать. Это будет борьба, кстати, не с коррупцией у этого антикоррупционного суда, а борьба с некоторыми коррупционерами,
силами, которые там угодны либо не угодны, там контрольные, не подконтрольные внешним силам, потому что это будет контролировать американское правительство, вот это антикоррупционный суд. Они этого, в принципе, и не скрывают, потому что это будет идти в связке с Национальным антикоррупционным бюро, которое подконтрольно ФБР. Это тоже никто не скрывает. Дякую вам за вашу позицію. Віктор Скаршевський, економічний експерт, був сьогодні з нами зранку. Дякую за ваші фахові Дякую. думки. Далі програму продовжує випуск новин «Заман» з Іскандером Меметовим.